Это 7-я поликлиника Казани, зона фильтра. Время ближе к обеду, а очередь к терапевтам не прекращается. У Гульсины Рахматуллиной уже несколько дней недомогания. Головная боль, потливость, усталость. Теперь начался и сильный кашель. Дня 3-4, наверное. И решила вот прийти сегодня. Хочу провериться просто, как там. А вдруг еще дома 96-летняя мама есть. Вдруг я ее заражу. Лилия Пономарева в конце ноября заболела ковидом. Выздоровела, вышла на работу и через неделю снова больничный. Температура 38-39 и общее самочувствие такое, голова немножко кружится. Ну вот, к сожалению, видимо, это осложнение. Симптомы тех, кто в этой очереди, практически одинаковые. Симптомы появились где-то буквально, может, дня 3 назад. Поднялась температура, головная боль усилилась и кашель был сухой. Наблюдался кашель, потом поднялась температура. Вот так вот, 38,5. Все, потом я приняла парацетамол, решила прийти в больницу. Мы выставляем диагноз ОРВИ изначально при обращении пациента к врачу, но встречаются и такие случаи, когда уже пациент, не своевременно обратившись в поликлинику к врачу-терапевту, есть более осложненные формы – это пневмония. Это уже детское отделение Республиканской инфекционной больницы. Здесь лежат малыши, которые заболели гриппом, в том числе штаммом H1N1, проще говоря, свиной грипп. В пятницу все было хорошо, а в субботу 7-летний Демьян проснулся уже с высокой температурой, рассказывает мама мальчика. Мы болеем, на самом деле, не очень часто. Раз в год, конец ноября, начало декабря. И для меня это в целом не было удивительно. Но именно этот грипп меня напугал тем, что он вызвал такой бред, некоторые там галлюцинации. Вот это напугало. 2-летний Саша лечится в этой же палате. Мальчик заболел одновременно с мамой. Температуру выше 39 градусов не смогли сбить и приехали в инфекционную больницу. Температура поднялась, голос сел, нос заложен был. Сама-то как-то переживаю, но за ребенка очень страшно, потому что он не ест, не пьет. В неделю в республике регистрируют около 20 тысяч случаев острых респираторных заболеваний. У 100 из них подтверждается грипп лабораторно. Как говорят специалисты Роспотребнадзора, этот эпидсезон отличается тем, что распространяются одновременно 3 вирусных заболевания. Это и ОРВИ, и грипп, и ковид. Осложняется и тем, что симптомы во многом похожи. Свиной грипп сейчас является доминирующим, говорят эпидемиологи. Ему наиболее подвержены дети, люди старше 60 лет, переболевшие ковидом и те, кто имеет хронические заболевания. Грипп можно отличить по внезапному началу болезни. Резкое начало. Человек отмечает буквально часы, минуты, с какого момента он почувствовал себя плохо. Это повышение температуры до высоких цифр. Высокие цифры – это 38,5, 39, выше 39 градусов. Ну и, соответственно, все те симптомы, которые сопровождают повышение температуры. Это слабость, это головная боль, это мышечные боли. Симптомы хоть и похожи, но лечение у всех разное, говорят врачи, поэтому советуют не заниматься этим самостоятельно и не затягивать поход к терапевту, а лучше вызвать на дом. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.